Грозный – всеми известная столица Чеченской Республики, которая в буквальном смысле возродилась из пепла. Уникальный город, переживший существование множества войн, почти полное разрушение и ударное восстановление. Грозный известен во всем мире и для многих уже давно стал символом мужества и стойкости. В этом году столице Чеченской Республики исполняется 207 лет. Здравствуйте, меня зовут Зарина Халикова. Вы смотрите специальный репортаж, и я приглашаю вас поближе познакомиться с таким негрозным Грозным. Традиционно свой день рождения Грозный отмечает 5 октября. Несмотря на то, что в этом году ему исполняется 207 лет, исторический отчет ведется от 1818 года. Именно тогда была заложена крепость Грозный на берегу Сунжи, рядом с многочисленными чеченскими аулами. Статус города нынешняя столица Чеченской Республики обрела в 1870 году. Тем не менее, утверждать, что история Грозного ведет свой отчет лишь с 19 столетия, было бы несколько опрометчиво. К началу 20 века город стал крупнейшим промышленным центром, нефтеперегонные предприятия которого активно развивались. После революции Грозный обеспечивал Советский Союз огромным количеством разнообразных продуктов нефтепереработки. А в годы Великой Отечественной войны столица Чеченской Республики была главным бастионом, сдерживающим продвижение захватчиков к нефтяным месторождениям. В период Великой Отечественной войны Грозный, столица нашей республики, имел особое значение. Дело в том, что если мы читаем документы тех времен, то видим, что нацистское командование придавало огромное значение захвату этого города. Также и советское руководство страны придавало чрезвычайно важное значение обороне Грозного. Все центральные советские газеты писали о том, что необходимо защитить город Грозный, город нефтяников, как писала пресса военных лет. Дело в том, что да, Грозный был одним из главных поставщиков горючего на фронт, но помимо этого еще и в Грозном формировались полки, дивизии и другие воинские подразделения, которые отправлялись на фронт. Практически на Северном Кавказе это был один из ключевых оборонных пунктов вообще всего края. И, соответственно, немцы бросили самые лучшие свои отборные части, самые, так сказать, передовые свои войска на Грозный, чтобы захватить город. Но грозненцы выстояли. Мы знаем, что более 100 тысяч наших жителей республики принимали участие в сооружении оборонительных рубежей. Некоторые их остатки до сих пор мы можем наблюдать. Город был опоясан рвами, противотанковыми установками и так далее. И немцы не смогли прорваться в Грозный благодаря героическим действиям нашей армии и всемирной поддержкой грозненцев и других жителей нашей республики, которые не дали врагу прорваться в наш город. То, что немцы не смогли взять стратегически важный пункт на Кавказе, захватить наш город Грозный, это подвиг как нашей армии, так и местных жителей. И мы этим гордимся. По истечении уже 70-летий, через много-много лет, восторжествовала историческая справедливость, и городу Грозному было присвоено почетное звание города воинской славы, вполне заслуженно. Я помню, когда готовили материалы, у нас даже был избыток материалов, чтобы их предоставить для соответствующих комиссий, потому что и в тылу было очень много подвигов. Вот об этом не расскажешь, это нужно очень много времени, чтобы рассказать, какие формы патриотического движения были в Грозном и в нашей республике. И на фронте наши представители сражались мужественно, героически, и здесь защищали свой город. То есть, сегодня мы знаем, что у нас есть немало объектов, в том числе и наш мемориальный комплекс славы имени первого президента Чеченской Республики, героя Ресии Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, тех мемориальных мест, которые говорят о событиях того времени. Вообще, если говорить о нашем городе, за такой короткий период времени, начиная с 1818 года, если берем эту точку отсчета, когда была основана крепость Грозная, очень много событий было в Грозном. Начиная с того, что здесь, где располагается сейчас наша столица, было много чеченских селений, которые были разгромлены, сожжены войсками Ермолова. На их месте была сооружена крепость Грозная, и уже в 1869 году приобретает статус Грозного. В 1993 году начинается масштабное
развития нефтяной промышленности. Город преображается, становится одним из важных индустриальных центров на юге России. Затем, когда произошла Октябрьская революция 1917 года, события гражданской войны, 100-дневные бои, которые проходили в городе. Кстати, где мы сейчас располагаемся, здесь были подразделения Красной Армии. За моей спиной там дальше были подразделения белоказаков и других тех, кто поддерживал белое движение. Здесь происходили и другие события. Великая Отечественная война, мы знаем, да, потом еще не закончилась Великая Отечественная война, а чеченцы, жители Грозного, как и других населенных пунктов, были выселены в Казахстан, в Среднюю Азию. То есть наш город остался без своих коренных жителей на целых 13 лет. Затем вернулись, республика была восстановлена, автономия восстановлена. И мы знаем события первой военной кампании 90-е годы, затем вторая военная кампания, страшные разрушения, которые претерпел город. Сейчас, вот после всех этих событий, когда начались масштабные восстановительные работы, облик Грозного изменился. Теперь он становится таким современным городом, где созданы все условия для комфортного проживания жителей. Один из самых безопасных городов. Сейчас мы об этом говорим. Давайте не будем забывать, что каких-то 20 лет назад Грозный в ООН называли самым разрушенным городом в мире после Второй мировой войны. А теперь один из самых безопасных, самых комфортных городов нашей страны. И да, это богатая история, да, много в ней славных страниц, много трагических страниц. Все это есть, но это богатая история нашей столицы, нашего любимого города Грозный. Военная трагедия 90-х привела к практически полному разрушению Грозного. В городе не было ни необходимой инфраструктуры, ни действующих систем жизнеобеспечения. В те годы даже предлагалось перенести столицу в другое место, но титаническими усилиями жителей республики город возродился из пепла. Основное строительство осуществлялось с 2007 по 2009 год. Точнее, начало было положено в самом конце 2006 по инициативе Рамзана Кадырова. В Грозном развернулась масштабная стройка. Темпы восстановления удивляют и по сей день. На те работы, что были проведены в эти годы, по самым скромным оценкам, мало было и десятилетия. Сегодня столица Чеченской Республики – это современный благоустроенный город с зелеными скверами и выросшими на месте бывших руин многоэтажками, с отменно функционирующими социальными объектами и с вновь обретенными достопримечательностями. А международный аэропорт, шедевр современной архитектуры мечеть сердца Чечни, грандиозный комплекс Аллеи Славы стали не только визитными карточками Грозного, но и новыми символами современного региона. Район имени президента Российской Федерации Владимира Путина. Очередная изюминка Грозного. Проект, который является одним из самых масштабных и значимых для столицы Чеченской Республики. Особое внимание приковывает первая линия застройки – 30 10-этажных зданий в восточном стиле, где завершаются фасадные работы и монтаж коммуникаций. Каждая из них – это не просто жилье, а продуманный до мелочей комплекс с подземным паркингом, техническими этажами и лифтами, включая спецлифты для маломобильных граждан. Район имени Путина – это пример гармонии урбанизма и природы. Его центральной артерией станет 10-полосная дорога протяженностью около 2 километров, разделенная 18-метровой аллеей с фонтанами и зонами отдыха. В этом районе работы проходили днем и ночью. Тут работали рабочие из разных стран. Наш мэр города Грозного Хасмагомед Кадыров держал на личном контроле все работы, также предоставлял всем рабочим все необходимое. Думаю, что новый район Грозного станет изюминкой России. Не секрет, что Грозный является излюбленным местом для туристов. Столица Чеченской Республики переживает настоящий туристический бум. Туристов привлекает в Грозный не только архитектурные достопримечательности, но и комфортная городская среда, современные отели, развитая инфраструктура и уникальное сочетание кавказских традиций с ритмом современного мегаполиса. Главными точками притяжения для гостей остаются
остается мечеть сердца Чечни, признанная одной из крупнейших в Европе. Набережная реки Сунжа, идеально подходящая для вечерних прогулок, а также небоскребы Грозного Сити, с которых открывается впечатляющая панорама города. Ну, это в первую очередь заслуга нашего главы. Рамзан Ахматович сделал все, чтобы наша столица стала лучшей столицей юга России. Вы видите, как город преображается с каждым днем. Буквально вот на днях нас ждут все новые и новые открытия. Это новые развилки, новые дороги, новые здания, новый район имени Владимира Владимировича Путина, который мы все очень ждем. И помимо всего прочего, город Грозный для нашей республики является транспортным хабом. И все туристы, которые так или иначе приезжают в нашу республику, сначала посещают ее столицу. И в данном случае нам есть чем гордиться. У нас действительно замечательная столица, которая развивается очень быстрыми темпами. Это современный, очень динамично развивающийся город, молодой. И очень, действительно, мне кажется, даже когда вы гуляете по улицам, очень приятно бывает видеть большое количество туристов, которые из года в год растет. Я думаю, что эта динамика и тенденция сохранится на долгие годы вперед. Кроме традиционного экскурсионного туризма, Грозный также набирает популярность среди любителей этнографических туров и гастрономических маршрутов. Этнографический и гастрономический туризм в Чеченской Республике действительно набирает обороты, мы с вами об этом уже говорили, и все-таки самой большой популярностью пользуются у гостей и у жителей Грозного эти 3 национальные блюда. Хадижат, расскажите, пожалуйста, что представлено? Это жижигал, наш, как бы сказать, основное, самое такое блюдо чеченской кухни. Это галушки из кукурузной муки, галушки из пшеничной муки. Подается? Обязательно 2 соуса, чесночный, луковый, мясо и бульон, конечно. Это получается и второе, и первое, как бы 2 в одном. И чепелкш. Традиционно чепелкш у нас всегда готовится из соленого творога, потому что всегда в Чечне готовят только соленый творог. У нас такого пресного, сладкого творога особо не пользуется как бы популярностью. И хингалш. Это, конечно, самое любимое блюдо туристов. Это тоже служит как основным блюдом, так и десертом. Это тыква с чабрецом. Если тыква сама сладкая, мы его как бы сахар не добавляем, а если чуть пресное, приходится немного сахара добавлять. вот, вроде бы, да, у нас лепешки с творогом, лепешки с тыквой, да, чтобы было проще понять гостям. И сколько рецептов есть приготовления вроде бы одних и тех же? Ну, вы знаете, кто-то по-разному. Кто-то на сыворотке готовит, кто-то на кефире готовит, кто-то на айране готовит. У каждого по-разному. Но сколько я помню чемпионатов, всего 3 чемпионата в мире было именно по национальной кухне. Остальные так по современной кухне. Вот эти чепелкш 3 года назад выиграли как лучшее национальное блюдо в Бейруте. Хингал среди 62 стран выиграли как лучшее национальное блюдо мира. И потом был сискал, как самый полезный завтрак. Как-то так наша кухня как бы не только у нас и в мире сейчас пользуется популярностью. Позовите гостей в наш Грозный. Уже скоро всемирный чемпионат пройдет в Чечне, конечно. Это такое гастрономическое мероприятие, куда приедут более 60 стран мира. Так что скоро будет очень вкусно. Приехать в Чеченскую Республику, в город Грозный, и познакомиться поближе, даже очень поближе с национальной кухней. В Грозном функционируют многочисленные кафе и рестораны, которые в любой момент готовы порадовать жителей и гостей столицы вкусными и полезными блюдами. Вы знаете, еда – это всегда ради чего хочется вернуться в ту или иную страну, республику. Именно наша кухня, я еще не встречала ни одного туриста, которому не понравилось. У нас очень много не чеченцев, которые живут в республике, командировочные, которые приходят и именно чисто национальную кухню едят. Не один день, а каждый день могут приходить, одни и те же блюда едят. Но всегда в топе среди туристов это хингалш. А вы знаете, очень радует, что ресторанный бизнес у нас очень сильно развивается. Мы чем славимся? Славимся гостеприимством, а гостеприимство – это обильный стол. Нравится то, что уже уровень другой у наших ресторанов, и не стыдно бывает перед гостями, как за обслуживание, так и за еду. И это очень важно. Благодаря этому гастрономический туризм развивается, и
год за годом я уже вижу, что туристов становится все больше и больше и больше. Иногда даже бывает, вот с другой республики приехал человек, и на ходу вот там где-то кричит, а это говорит, тот самый знаменитый гриль-хаус, или там это знаменитое место. Мы наблюдаем, видим и давно мечтали приехать попробовать вашу национальную кухню. Это так приятно, когда вот с другой региона человек за тобой наблюдает и именно национальную кухню мечтает попробовать, и ради этого приехал, попробовал. Это всегда так приятно. Отличается Грозный и качественным образованием. Сейчас за ним строго следит Министерство образования и науки Чеченской Республики, которое возглавляет кавалер ордена Кадырова Хошбау Дидаев. Плюс образование в Грозном включает в себя наличие современных крупных образовательных центров и сильных школ, а также развитие доступности образования через дистанционные форматы и повышение качества обучения в целом, что подтверждается участием школ в конкурсах и их победами. В Грозном каждый год строятся новые школы, открываются образовательные центры, что говорит о современном подходе к данному направлению. В городе развиваются различные формы обучения, что повышает доступность образования и позволяет учиться в удобное время, а также использовать широкие базы учебных программ, не ограниченные региональными возможностями. Город Грозный из тех муниципальных районов, городских городов Чеченской Республики в себя выбрал самое большое количество и школ, и, соответственно, детей. В школах города Грозного обучается порядка чуть менее 70 тысяч детей. И, конечно же, сам статус столичных школ их уже призывает и, конечно же, заставляет быть тем локомотивом, ведущим общеобразовательным Чеченской Республики. И все эти годы мы даже те ключевые разные новые проекты и в пилотном варианте, конечно же, предварительно делаем апробацию именно в столичных грозненских школах. Вот если говорить о результатах нашей работы, и вот эта динамика последних лет и показатели последних лет, прежде всего, это показатели государственной итоговой аттестации, это и всероссийские проверочные работы, и это основной государственный экзамен, и, конечно же, всем известный единый государственный экзамен, и участие и во Всероссийской олимпиаде школьников нам показывают, что у нас столичное образование в столичных школах имеет положительную динамику, и, конечно же, радует тот факт, что и департамент образования города Грозный не только руководствуется своей региональной системой, они выезжают из команды директоров, руководителей образовательных организаций нашей столицы города Грозного выезжают по разным проектам и изучают опыт и Татарстана, и Москвы, и Санкт-Петербурга, и лучшие практики, которые наиболее подходят нам, Чеченской Республике, нашей столице, с учетом, конечно же, многочисленных факторов. Это факторы и загруженности школы, и строительство новых школ, и дефицит кадров по тем или иным направлениям. Они учитывают, они внедряют, смело экспериментируют, я так бы сказал. Некоторые из тех опытов, которые зарекомендовали себя в плане хорошим результатом, мы уже внедряем и в другие муниципальные районы Чеченской Республики. Конечно, благодаря отдельной поддержке главы нашей республики, Героя России Рамзана Ахматовича, в части модернизации существующей системы образования, конечно же, строительство новых образовательных организаций, непосредственно сейчас, скажем, в столице. Это многое решает, потому что буквально совсем недавно, несколько лет назад, у нас столичные школы были самые перегруженные в республике, и за счет строительства новых организаций мы также здесь, в городе Грозном, используем практику строительства новых учебных корпусов на территории действующих школ. Здесь в части выделения дополнительной территории под эти корпуса и, конечно же, при необходимости выкупа этих территорий у частных владельцев, которые по разным причинам, так получившиеся, нам мэрия города Грозный и сам мэр города Грозный Хасмагомед Кадыров нам в этом большую помощь оказывают, без которой строительство новых корпусов просто не было бы возможным. Поэтому мы надеемся, что такую практику мы продолжим. Город Грозный отдельно начал хорошее участие в разных грантовых проектах Министерства просвещения Российской Федерации в рамках грантовых проектов и общества знания, также отдельное взаимодействие с образовательным проектом Школково, Сириус и так далее. Мы надеемся и мы уверены, что в ближайшем будущем уже результаты выхода
не только на первое место в региональном этапе, но и окружного, и всероссийского этапа не заставит себя ждать. Существующая система образования, включая вузы и другие образовательные учреждения, направлена на подготовку квалифицированных кадров, способных решать задачи развития региона. В Грозном функционирует Чеченский государственный педагогический университет, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллиончикова, Чеченский государственный университет, многочисленные техникумы и колледжи. Ну а с недавних пор свои двери для студентов открыл филиал МГУ. МГУ – это бренд, не только российский, это бренд мировой. И здесь я хотел бы выразить от лица, наверное, всех жителей не только Чеченской Республики, наверное, и всего Северокавказского федерального округа за открытие этого филиала в городе Грозном, потому что это не грозненский филиал, это все-таки на порядок и на голову выше. Это окружной филиал, можно его назвать. И сам факт открытия такого филиала в Чеченской Республике, в Северокавказском федеральном округе, это реально большое достижение. И самым главным нашим условием, когда открывался такой филиал, и какой вопрос ставил Рамзан Ахматович, это чтобы профессорско-преподавательский состав, так называемый ППС, он был именно МГУшным. То есть не было такого, что на территории Чеченской Республики новые корпуса открыты, а там преподают рядовые учителя Чеченской Республики. Эту нашу просьбу МГУ поддержал, и каждую неделю в Чеченскую Республику в свой филиал уже приезжают ведущие профессора, доценты, кандидаты наук Московского государственного университета имени Ломоносова, и они свой курс ведут. Для наших детей, в частности, большой успех, потому что для получения такого престижного образования по своим специальностям на базе МГУ уже не нужно выезжать в город Москву, делать лишние затраты и так далее. И, конечно, это достижение вообще современного времени, которое исключительно должно и войдет в историю образовательной системы Чеченской Республики. Если говорить о других вузах, это федеральные учебные заведения, Чеченский государственный университет имени нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, это, конечно, знаменитый Грозненский государственный нефтяной технический университет имени Миллиончикова, и, опять-таки, еще одна наша гордость, Чеченский государственный педуниверситет, гордость потому, что наличием у себя в регионе собственного регионального, имеющего статус федерального вуза педуниверситета, может похвастаться далеко не каждый регион. На все 89 регионов Российской Федерации таких вузов приходится, по-моему, только 34. У нас имеется свой региональный российский исламский университет. Здесь уже специальности по исламу, это уже наши теологи, которые выпускаются в Чеченской Республике. Наличие таких вузов, конечно же, для быстрорастущего, динамично развивающегося региона Чеченской Республики, который развивается и экономически, и по демографическим процессам, конечно, для нашей республики это большая гордость. Грозный стал одним из самых красивых, динамично развивающихся и перспективных городов России. В этом году столица Чеченской Республики завоевала победу в конкурсе «Культурная столица года». И, как отметил глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, данное достижение и данный факт является ярким подтверждением наших с вами общих побед. В рамках данного проекта в течение 2025 года в Грозном проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия, фестивали, форумы, гастроли ведущих театров и оркестров страны, а также открытие новых культурных, образовательных и спортивных объектов. К слову, данный титул присуждается в рамках одноименного конкурса, который проводится ежегодно и призван способствовать культурному и социально-экономическому развитию городов России. Действительно, в конце 2024 года Чеченская Республика приняла эстафету от Нижегородской области. Город Грозный, культурная столица 2025 года. Это была битва, это был такой проект, который начался буквально недавно. За него боролись очень много регионов, городов, которые хотели взять на себя звание города культурной столицы России 2025 года. И благодаря огромной поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова мы все-таки добились, что культурной столицей 2025 года в России стал наш любимый город Грозный. Благодаря
этому году в Чеченской Республике проводятся масштабные мероприятия не только в Чеченской Республике, но и за пределами нашего региона. Говорить о Грозном можно долго и красочно, но лучше всего приехать сюда и увидеть красоту и колоритность этого места своими глазами. Грозный можно обсуждать или осуждать, о Грозном можно говорить или молчать, но не любить этот город просто невозможно. Ведь именно это место стало домом для множества сильных и храбрых сердец, которые готовы биться в унисон с сердцем Чеченской Республики.